Чуть больше недели остается до начала основного этапа единого госэкзамена. Уже 23 мая выпускники школ республики проверят себя на знание образовательной программы. Первыми будут сдавать ЕГЭ по биологии. На сегодня, по данным Минобра Ингушетии, заявлено свыше 3100 человек, которые примут участие в основном этапе ЕГЭ. Для проведения подготовили 10 пунктов. Все пункты оснащены высокопроизводительными принтерами, автоматизированными рабочими местами и сканерами, устройствами подавления сигнала сотовой связи. Также установлен арочный металлодетектор при входе в пункт проведения экзаменов. Дополнительно задействованы ручные детекторы для сотрудников при входе. Определены сотрудники, которые обеспечивают охрану правопорядка. В МРСК Северного Кавказа согласованы вопросы по обеспечению пунктов проведения экзаменов, бесперебойной подачи электроэнергии в дни проведения экзаменов. На всех пунктах организована служба медицинской помощи. Все задействованные лица проходят обучение как на региональном, так и на федеральном уровне. Далее на совещании обсудили итоги деятельности налоговой службы республики. По данным управления, в регионе за 4 месяца этого года собрали на 20% больше налогов, чем за такой же период прошлого года. Цифра перевалила за 2 миллиарда рублей. Мобилизовано консолидированный бюджет нашей республики более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Конечно, без взаимодействия с органами местной власти и республиканскими таких результатов добиться будет сложно. По сравнению с прошлым годом темп составил более 500 миллионов рублей. Первый вице-премьер обратил внимание на взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, в частности, на проведении рейдов для принудительного исполнения судебных актов. Магомед Евлоев призвал чаще проводить совместные рейды, что позволит увеличить сборы налогов с неплательщиков. К сожалению, не наблюдается тех рейдовых мероприятий, которые были в прошедшие годы. Поэтому я предлагаю вам активизировать работу в этой части. Учтем ваши замечания, приведем все. Поэтому обязательно назначьте эти рейдовые мероприятия, оповестите нас тоже. Я думаю, что из правительства мы тоже примем на этих мероприятиях участие, посмотрим, и парламент подключится. Знаем, что у нас есть огромный запас наших должников, по которым мы должны работать и обязаны работать. Магомед Евлоев призвал более активно проводить работу на местах и глав муниципальных образований. По его словам, бюджет недополучает за счет теневого бизнеса. В этом году по результатам совместных рейдов налоговиков и представителей администрации городов и районов республики выявлено свыше 500 фактов теневой занятости. Также часто встречается, когда предприниматели используют не по назначению землю и объекты капитального строительства. Муниципальное образование. Вам тоже подключиться. Махмуд Мукшарипович и Владимир Владимирович неоднократно говорили о том, что вся ваша налоговая база в основном должна состоять из тех объектов, которые у вас находятся на территории, средства с которых должны поступать к вам. От того, сколько вы зарегистрируете, соответственно, будет увеличена ваша налоговая база. Поэтому прошу вас активизировать свою работу в этой рабочей группе. На встрече поднимали также вопрос обеспеченности водой жителей республики. Благодаря установке каптажного колодца в прошлом году, по данным Министерства энергетики и ЖКХ республики, на 95% налажено водоснабжение в Плиево. А для жителей Гейрбек-Юрта в марте запустили новую насосную станцию. Трехлетняя проблема сельчан решилась. А вот если вовремя не установить резервуар на Моздокском водозаборе, жители Малгобека и сел Малгобекского района могут остаться без воды. Действующий накопитель для ремонта непригоден и требуется замена. Данный резервуар находится в плачевном состоянии. Был рассмотрен вопрос о том, что данный резервуар будет полностью реконструирован. Нами направлены все письма. Средняя стоимость данного резервуара составит около 18 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства Республики Ингушетия будет выделены денежные средства на приобретение данного резервуара. И мы надеемся, что в течение ближе конца июня данный вопрос будет решен. Реализация национальных проектов и ход весенней призывной кампании – традиционно темы, которые обсуждаются на совещании. По реализации нацпроектов Ингушетия находится в зеленой зоне по 2 проектам. До конца июня ожидается освоение 50% выделенных средств. Что касается призыва на военную службу, наряд на этот год около 230 человек. 2 группы военнослужащих республика уже проводила. Очередная отправка планируется 15 мая. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.